Всем доброго утра. 7 мая наступило. Вернее, наступило оно уже давненько, потому что сейчас уже сколько? Часиков 6, наверное. Да, 6:27. Вчера снимал, уже показывал, но так как карта памяти у меня полетела, покажем еще раз. Вот так вот сушатся наши вещи. Стельки, чулки, носки от сапог, чтобы ноги сухие были все-таки. От сырости конденсат тоже есть. Да и броня еще немного протекает. Вот печурочка шаялась. Всю ночь я даже не подкладывал. Вот такой вот. И самое интересное. Кто-нибудь думал когда-нибудь, что как хочется вот так в благоустроенной квартире открыть дверь, и там сразу уже природа. Так у меня такая сказка есть. Вот там у меня дверь входная, а здесь запасной выход. И вот прямо лежа на раскладушке могу сделать на счет вот раз, два, это москитная сетка, я ее не натягивал, два, считай, и три. Ну вот, заело. Закусила. Блин, одна рука неудобно немного. И три. И три. Ой, сверху капает. Обледенелось. Вот. Вот такая. Не дождь. Снег падал. Снег. Крупа. Как и вчера тоже была крупа. И вот такая вот окно природы, можно так сказать. Ледоход полным ходом идет. Вода чуть-чуть прибыла. Совсем чуть-чуть. Вчера сантиметра 5-6. Сегодня может быть полсантиметра, не больше. Вот по отметке, судя по отметке. Полная сумка, наверное, у меня снега там висит. В общем, такая картина Репина. Сейчас завтракаем и будем заниматься делами. То, позавтракали. Печку закрыли. Поддувало полностью, пусть шается. Чайник, чтобы был горячий, если друзья приедут раньше, чем я приду. А мы не будем терять даром время. Поедем, прокатимся до острова. Тряханем сеточки. Пару сеточек сюда в кусты кидал. Может, что-нибудь, да, на малосолку еще попадет. Как мы видим, лед еще идет. Сплошняком он еще сейчас пойдет, потому что вода потихонечку пошла на прибыль. Вчера сантиметров 5-6, сегодня сантиметр где-то пока. И пока с берегов весь лед не унесет, который целые горы накидала на берега, то лед так и будет идти. Так, ну что у нас? Несмотря на морозы, вон. А нет, сейчас с утра, наверное, накапало. Там внутри лед. С утра уже вон накапало где-то по полкружечки на каждую. К вечеру уже бутылки будут полные. Потом по мере освобождения бутылок надо будет еще пару бутылочек так поставить. Березовый сок — это вещь. Лодка вот весной, когда мы поднимали палатки, причаливала к этому берегу вот так вот притык. Вода была вровень, сантиметров 10 где-то, вот не затопила палатку, там снизу вода была. Это представляете, вот какой уровень будет воды. А в этом году, наверное, будет его еще больше, потому что в этом году очень много снега, весь он еще лежит. Если дружно начнет таять, вода будет ого-го. Ого-го, да ага-га. Все, дождь прошел. Выглянуло солнышко. И это хорошо. Это просто замечательно.
Ни хрена себе поливала. Дождик. Нормально так. Сейчас еще покажу вам одну вещь. Вот у этой лодки есть такая фишка. Клапан. Вот он находится там. Вот это дождевая вода. Вот мерзла. На ходу можно открыть клапан. И вода, что из лодки, вся будет выходить. Ну, если остановился, естественно, сразу махом она не зайдет, потому что там есть обратный клапан, как на резиновой лодке. Вот он. Сейчас мы заведем, прокатимся, и не надо будет вычерпывать воду, вся сама уйдет. Прокатимся. Открываем. Все, вода пошла. Сейчас прокатимся, посмотрим там место. Льда еще очень много. Осталось там. Потом на чистой воде где-нибудь еще открою, потому что сейчас вот опасно, надо смотреть за дорогой. Сейчас посмотрю место для продольников, можно нет куда поставить, и поедем обратно. Вон сколько льда еще везде. Как тут надо смотреть, глаз да глаз нужен. Я говорю, в тоннеле льдины застревают, насчет этого вот тоннель не очень. Если в Казанке она улетает, то здесь она остается. Надо быть предельно аккуратным и осторожным, чтобы не попортить лодку. Вон тут вот хорошее место для уток тоже. Можно поставить шалаш. Утка это место любит, садится сюда. Здесь и течение потише, и глубина поменьше. Сюда, наверное, если пацаны приедут, тоже кто-нибудь засядет по-любому. Вон, 2 утки взлетело. Я говорю, здесь вон еще. Вон, 4 утки. Вон еще 2. О, утка есть, как мы видим. Утка залетала. Вон еще крякаш поднялся. Еще 6 уток уже. Нормально. Вон, льдину зацепили, все. В тоннеле она барахтается. И вот пока вот так вот не поднять. Вот так вот. О, выпустили льдину, все, мотор пошел. А сама по себе она никак не выпадет, она в тоннеле получается, а мотор не дает ей. Единственный небольшой минус этой лодки. С одной стороны, с другой стороны, по льдам нечего ездить, растает лед и все, никаких проблем не будет. Вот она, наша широченная Печора-матушка, все, выехали в русло реки. Вот здесь у нас будут стоять продольники скоро. Основной лед уйдет, и не сегодня, а завтра я уже их поставлю, если черви не замерзли. Вон просторы, вон утки летят, еще 4 штуки. Утка есть, утка прилетела, и это хорошо. Поехали, посмотрим сетки. И на обратном пути можно тоже пока клапан открыть, наверное.
прибыли к нашей сеточке. И тут немножко неприятная неожиданность. Что, в принципе, неожиданность, этого стоило ждать. Завалило льдом все. И как вот его убрать отсюда, этот лед? Да никак. Ладно, пусть будет. Там курьюшки. Вчера эта сетка нам подарила сороковочка прекрасного сига. О! Так. Что-то есть. Что-то неплохое. Тоже хорошенькие. Опа. Вот такой сиг. Повторение. Вот еще один Янцкадан. Вот второй. Опа, иди сюда. Вот такие вот красавцы. Даже в ячею не лезут. Так, что-то третий. Язь. Язечек. А сегодня уже получше. Вчера один, сегодня 3. Так. Янцкадан. Кто-то ставит 35-ки. Говорят, что типа в 40-ку рыба идет хуже, чем 35-ку. Блин, намотала. Ёшкин ты кот. Иди отсюда. По мне так лучше вот такие вот достойные сиги, чем эти небольшие. Да, будет их больше, штук десяток, может быть. Но мне лучше поменьше, да покрупнее. Блин, с льдом, конечно, есть. Проблема, но если бы все было так ровно, то это было магазин, а не рыбалка. Так, ну все, вроде больше там никого нет. По крайней мере, ничего не чувствовалось. Сейчас натянем сеточку. Одному, конечно, неудобно. Вдвоем один проверяет, второй рулит. И все. Ладно, еще ветра нет. Днем ветер поднимется, вообще труба будет. Кто противник сетей, скажу вам, что у нас в Республике Коми до 15 июня рыбалка на сети разрешена 50 метров на человека. У меня тут 50 далеко нет. Метров 20, наверное. Эта сетка и та метров 15. Все. 3 рыбки есть, и это хорошо. Подошел к шалашу. Изрядно попотел, потому что расстояние есть. Одет по-зимнему, можно так сказать. На улице потеплело. Вышло солнце. Вообще жара. Наша лужа немного подросла. Уток не было. Вон вчера кряка вот туда на мелководье плюхались. Я их там не вижу, блин. 3-4 минуты сидят, улетают. Одни туда ушли, вторые туда, но по темноте тоже в лед не видно, стрелять было. 2 гуся пролетело. Там вот в стороне, может быть, далековато. Стрелял тоже бесполезно. Но сегодня, я так думаю, это озеро уже откроется. Если что, можно будет там в конце второй шалаш сделать. У нас сегодня все-таки будет 4, и где-то надо будет всех рассаживать.
Как-то вот так. Ну что, посидим, остынем, пока Чайковского попьем. Подождем. А там видно будет, что сделать. Солнцу пошел дождь. Вот это вообще нехорошо. У меня ни палатки, ни накидки, ничего не взял. Буду сырой, как цуцик. Надо хоть куртку одеть обратно. Скидывал куртку, чтобы остыть. Сейчас остынем. Сейчас махом остынем. Промокнем насквозь еще. Ёшкин кот. Плащ есть, палатки, все есть. Ничего не взяли. На Печоры летают рыбки. И стайки хорошие такие. Штук по 50. Верхом тут над лугом тоже связи пролетели. Все утки летят верхом. В общем, никто сюда пока не садится. Я долго здесь сидеть не буду. Здесь днем маловероятно, может быть, крякаши пару штук сядут вот сюда на мелкую воду. Сейчас остыну полностью. Чаю попью вот с печенюшкой. И пойдем гостей встречать.